В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хацыев. Сегодня у нас в гостях заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи, руководитель республиканского общественного движения Турпалхой Абдулвагапов Джабраил. Джабраил Машвол. Да, Машвол. Вопросы у нас сегодня касаются как раз-таки данного движения Турпалхой. И первый вопрос касается такой предельно ясный вопрос. Ради чего и для чего была создана организация Турпалхой? В первую очередь, призвание республиканского движения Турпалхой — это рассказывать о подвигах современных героев Чеченской Республики. Если мы отойдем что-то от темы, посмотрим историю Чеченской Республики, чеченского народа в целом, у нас всегда была проблема, что мы не записываем свою же историю. Да, мы знаем героев, ключевых героев, например, Шейх Мансура, Байзангура Беневского, Харачоевского Залимхана, Хампашину Радилова. Но с этими выдающимися личностями рядом были еще сотни, тысячи отважных сынов нашего народа, которых тоже двигало те же цели, что и у этих героев. Смотря на современную историю, подвиг великого сына чеченского народа Ахмата Хаджи Кадырова, да, Аллах Булгальцу, мы видим, что его тоже поддерживали такие же патриоты своей родины, такие же люди, которые хотели мира и стабильности. Если сказать понятным языком, они все хотели сегодняшнего дня. И наша задача, как потомков этих великих людей, как соотечественников их, как последователей благих намерений, благих целей для всего народа, наша обязанность рассказывать о подвигах этих героев. Турпалхой первый пост сделала 6 февраля 2017 года. Тогда еще был проект, мы начинали как проект. Это был пост Ахмата Хаджи Кадырова, первом президенте Чеченской Республики, Герой России. Да, мы в одном посте не можем рассказать все те достоинства Ахмата Хаджи, все его подвиги, его цели, его мечтания. Все рассказать об одном посте мы не смогли. И, так скажем, кратко, емко, понятно, доходчиво для современного потребителя информации в социальных сетях мы сделали пост и начали свою работу. На сегодняшний день мы рассказали истории почти от 1000 героев современности, именно подчеркну. И наша огромная работа. Да, это сотни тысяч минут разговоров, это 1000 звонков. Очень трудная работа, потому что я знаю, каково это разговаривать с людьми, которые потеряли родственника, сына, брата, отца, мужа. Какие цели либо поставленные задачи были достигнуты за годы существования вашей деятельности? Какие планы на будущее? Основная цель, как я уже подчеркнул, была и остается рассказ о современных героях. И эту цель мы до сих пор преследуем и до сих пор выкладываем очерки этих сынов. И постепенно проект Турпалхой перерос уже в республиканское общественное движение, где уже есть своя база реализованных проектов, где есть свои волонтеры, свои единомышленники, люди, которые поддерживают наши начинания. Это на сегодняшний день десятки реализованных проектов. Мы поставили себе цель не только показать и рассказать истории, но и внести свою лепту в духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Какие методы вы используете для того, чтобы больше людей узнавало бы о наших героях? В первую очередь это социальные сети. Мы начали с социальных сетей, мы и продолжаем с социальных сетей. Мы еще тогда, ныне уже запрещено в России, социальная сеть Инстаграм. Мы там начали, у нас до сих пор там больше 100 тысяч аудиторий. По-моему, мы единственная общественная организация, у которого есть такая огромная база аудитории в этой сети. Также мы не отстаем от других социальных сетей, такие как ВКонтакте, Телеграм. Нам очень помогают местные СМИ в лице вашего канала, ЧГТРК, Грозно, Ваганаха, все печатающие издания, все интернет-издания. То есть даже в республиканском газете «Вести Республики» у нас есть отдельная колонка, где выходят наши работы, очерки наши.
То есть на каждом номере газет у нас выходит одна история о герое. Также у нас вещает радио Грозный. Каждый вечер, будние дни рассказывает о героях. Историю уже читают нашу историю. То есть вообще первыми, кто нам помогал, это были местные СМИ. В первую очередь это ЧГТРК Грозный, и остальные СМИ тоже подхватили идею. И по сегодняшний день нам очень помогают рассказывать не только о очерках героя, но и о нашей работе. Вы сказали ранее, что есть люди, которые помогают, поддерживают, что кто-то, допустим, хочет сделать из какой-то конкретной истории какой-то медиапроект, допустим, там, сделать ролик какой-то, да, о конкретном случае, допустим, и это, там, не знаю, на телевидении. Там. Да, и были такие моменты, где мы рассказывали расширенные истории, сюжеты о героях. Были такие истории. Вот сейчас, с начала СВО, мы начали уже рассказывать о живых подвигах наших братьев, которые там находятся на передовой, которые показывают хорошие результаты, выполняют титанический объем работы, где руководство страны подчеркивает их вклад в проведение СВО. Самые яркие истории оттуда мы рассказываем. Уже не только в сюжетах, это как бы мини-фильмы мы делаем. Уже Турпалхой на наших каналах уже есть. Больше 10 фильмов мы уже выпустили, короткометражных. И, соответственно, все наши каналы показывают это в прямом эфире уже у себя. Как происходит взаимодействие с родными и близкими героев? Это в первую очередь нам в этом помогает Министерство внутренних дел Чеченской Республики, Управление Росгвардии по Чеченской Республике, то есть в списке тех бойцов, которые отдали свои жизни, у них находится, и мы в тесном взаимодействии с ними берем контактные данные. В основном это все происходит по телефону, либо по видеосвязи, кому как удобно. Ну, это сложный процесс, я понимаю, да? Да, это в первую очередь надо, по-моему, быть психологом, потому что я видел и вижу по сегодняшний день, когда наш корреспондент почти в слезах сидит и слушает историю. Потому что, если по себе судить каждому человеку, нелегко рассказывать о человеке родном, Которого уже нет. Да, которого уже нет, как бы бывшем ключе. Поэтому, особенно если на другом конце телефона трубку берет мама, это в 10-кратном размере сложно. Мы звоним друзьям, родственникам, помимо прямых родственников, собираем информацию, это все как бы сокращаем, сжатую, самую важную информацию о герое уже выдаем в наших социальных сетях. А как вы проводите работу с волонтерами, как вы их привлекаете? Наверняка это же тоже огромный процесс работы, и так как и работы много, приходится, наверное, много инструментов использовать. Да, конечно, в этом в первую очередь нам помогает Министерство Чеченской Республики по делам молодежи, все вузы, СУЗы нашей республики. Как я вначале подчеркнул, у нас есть очень хорошие партнеры в лице наших исполнительных органов. Нам никогда не было такого, чтобы мы обратились к кому-то и нам отказывали. Наоборот, нас везде встречают, нас уважают наш труд. Все понимают, насколько это важно для подрастающего поколения, для всего нашего региона. И поэтому мы всегда встречаем, так скажем, радостно, с улыбкой, готовы помочь нам. Джабраил, и еще вот финальный вопрос. Вот на будущее какие-то есть большие проекты, которые вы собираетесь реализовывать? Ну, самый большой такой проект, который мы сейчас реализовываем, мы уже на завершающей стадии, это проект «Семья Ахмат». 5-серийный документальный фильм, не менее 30 минут одна серия идет, где рассказывается о спецназе Ахмат, об интернациональном спецназе Ахмат, который находится на передовой. Мы съемочный процесс уже завершили. У нас сейчас идет монтажно-компоновочная работа, и совсем скоро, иншаллах, у нас выйдет первую серию. У нас, скорее всего, будет премьера первой серии
Кстати, это я вам первый раз тут говорю, никому еще в СМИ не озвучивали это. Я считаю, это самый большой наш проект, потому что мы привлекали туда самых лучших специалистов страны, так скажем, именно в сфере документального кино. Там и съемки, и монтаж. Это все делают профессионалы, наемные работники с разных сфер киноиндустрии. Пятисерийный. Это, да, полнометражный пятисерийный фильм, документальный только. Это крутая новость. Я думаю, что многие наши, в основном все наши жители, наши соотечественники будут с огромной охотой ожидать этот документальный фильм и его премьеры. А где будет происходить премьера, кстати? Мы площадку еще не определили. Премьера будет в Грозном. Вся информация, в первую очередь, будет у вас, у СМИ. И вы, надеюсь, нам поможете разместить это. Конечно, с удовольствием. А так она выйдет на разных интернет-площадках. Мы тоже информацию пока не можем говорить, потому что там идет переговорный процесс, там конфиденциальная информация, к сожалению. Как только это будет доступно, мы всем скажем, наших же интересов, чтобы как можно больше людей увидели наш труд, увидели наших героев, наших бойцов, чтобы это фильм не только для нашего региона. Там огромное количество с других регионов с нами до сих пор связываются людей и ожидают этот фильм, потому что это интернациональное кино, которое рассказывает о дружбе народов, о братстве бойцов. То есть это, я считаю, это достижением нашей организации. Да, я верю. Жабраил, я решил, что нашел сегодня время прийти к нам в эфир, в нашу студию. И хочется пожелать вам успехов, удачи и общественному движению Турпалхой, и вашей деятельности. Я напоминаю нашим зрителям, у нас сегодня в гостях был заместитель министра Чеченской Республики по делам молодежи, руководитель республиканского общественного движения Турпалхой Абдуллагапов Жабраил. Жабраил Дересов.